В 2018 году Ингушетия заняла первое место среди субъектов СКФО по росту индекса промышленного производства. Весомый вклад в этот показатель вносит предприятие «Техстрой», где выпуск резиновых и пластмассовых изделий увеличился более чем в 2 раза. В 6 раз выше и показатели неметаллической минеральной продукции. Увеличение связано с возобновлением деятельности кирпичного завода в селении Нестеровское. Впрочем, ряд объектов, открытых в республике, пока не приносит прибыли. Эта проблема также не осталась без внимания руководства Ингушетии. Очень хороший темп роста продемонстрировали обрабатывающее производство. Хороших показателей удалось достичь за счет создания благоприятных условий для бизнеса и активного вовлечения их в промышленные объекты. На сегодняшний день у министерства имеются рычаги и накопленный опыт, что позволит в дальнейшем успешно справиться с поставленными задачами. Но при этом обращаю внимание и министерство в целом, всех министерств, ведомств и правительства на простаивающие объекты, те, которые построены и до 2008 года, и после 2008 года. Особо упор надо сделать на неликвидные или с аукциона продать, чтобы там уже развивался дальнейший бизнес или инвестиции. Но и швейная фабрика, и энергосберегающий завод энергосберегающих ламп. Надо максимально в кратчайшие сроки передать их в частные руки или под государственно-частным партнерством, наладить там работу. Керамзитовый завод у нас есть заинтересованный инвестор, и в ближайшее время завод будет передан инвестору. И что касается комбината детского питания, также есть заинтересованные серьезные инвесторы. В ближайшее время Минимуществом Ингушетии будет данный объект выставлен на аукцион, и по итогам аукциона будет определен победитель. При содействии Минкавказа в прошлом году были введены в эксплуатацию 2 промышленных объекта. Завод по производству сухих строительных смесей «ТИМ» в Карабулаке и экспортоориентированный завод по производству алюминиевых профилей «РИАК» в Али-Юрте. Его продукция уже поставляется в регионы России. В сутки мы производим 16 тонн готовой продукции и перерабатываем ее, начиная от экструзии и заканчивая покраской, упаковкой и передачей на склад и отгрузкой. По сравнению с прошлым годом, конечно же, мы поставили более современное оборудование, которое уже в полном объеме работает, и мы сейчас достигли производительности до 20 тонн в сутки 2 сменами. В этом году завершается строительство птицекомплекса по производству и переработке мяса-индейки. Близится к концу реконструкция комбината строительных материалов. При поддержке корпорации развития малого и среднего предпринимательства и развития Северного Кавказа завершено строительство торгово-развлекательного комплекса «Строймаркет». Что касается инвестиций в основной капитал, по итогам 2018 года, по предварительной оценке, представленной официальной статистикой, инвестиции в основной капитал у нас составили 22 миллиарда. Из них 15,8 миллиардов – это внебюджетные инвестиции. На стадии реализации еще целый ряд перспективных инвестпроектов. Завод по производству металлоконструкций для тепличных комплексов ООО «АТМ», стальных дверей ООО «Горец», комбината по производству мучной продукции, завода алюминиевых сплавов гостиничного комплекса «Кушта Плаза», модернизация консервного завода и не только. Если говорить о налаживании внешнеэкономических связей, наша республика принимает участие в различных экономических форумах и выставках. Лишь в рамках 5-го экономического форума и многопрофильной выставки «Деловая Ингушетия-2018» открылся в Ингушетии подписано 16 соглашений с крупными инвесторами о реализации проектов в различных отраслях экономики. По итогам года в рамках презентации инвестиционного потенциала Ингушетии в Катаре у нас прошли дни культуры, которые привлекли внимание к приоритетным направлениям экономического и социального развития нашего региона. На форуме в Сочи подписаны соглашения на 6 инвестиционных проектов, общая сумма которых более 7,5 миллиарда рублей. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.